Практически месяц остался до 77-й годовщины Великой Победы. 4 года длилась самая жестокая и кровопролитная война в истории человечества. Все это время наши предки разных национальностей и вероисповеданий бок о бок сражались с противником. Страну защищали около 40 миллионов героев со всего Союза, среди которых 22 тысячи уроженцев Ингушетии. Наша земля тоже хранит следы подвигов наших соотечественников, а музей краеведения наш хранит память об этих подвигах и славных боев наших земляков. Надо отметить, эта экспозиция боевой славы нашего музея отмечает свой 50-й день рождения, можно сказать, в этом году. И в нашем зале Отечественной войны представлены наши соотечественники, которые совершили подвиги на всех фронтах Великой Отечественной войны. И все эти направления фронтов Великой Отечественной войны, начиная с Брестской крепости и оканчивая победой над Германией, показаны и представлены в зале Великой Отечественной войны. Уроженцы из Ингушетии защищали Брестскую крепость и другие стратегические участки страны, приняли участие в битве за Сталинград, Кавказ и под Москвой. По данным Краеведческого музея, в одном лишь Ленинграде было зафиксировано 158 ингушей. Когда мы говорим о защите Ленинграда, хочется отметить о 3 сестрах Нины, Тамары и Асият Индрисовны Тутаевой. Вот. И надо отметить, что они были медсестрами, и вот нам поведала новую историю о них. Приехала Лида Хантыгова с Москвы и передала очень хороший альбом о семье Тутаевых, где вот во главе рассказывается о судьбе Асият Тутаевой. И вместе с этим она рассказала нам о Марии Давыдовне Брагиной, которая вместе воевала с нашей Асият Тутаевой. У нее очень сложная семья, у нее не было семьи, и мы по ее просьбе у нас на бессмертном подвиге мы поднимаем портрет Брагиной Марии Давыдовны, считая ее своей сестрой. В 1942 году ингушам пришлось встретиться с врагом уже на своей территории. Моздок-Малгобекская операция Северной группы войск Закавказского фронта отражала наступление оккупантов и срывала попытки прорыва рейха до нефтяных районов Кавказа. В связи с чем гораздо позже, в 2007 году, Малгобеку было присвоено звание «Город воинской славы». В Малгобекской оборонительной операции участвовали многие наши земляки, и их имена написаны на плите Малгобекской аллеи славы. И у нас несколько стендов показывают бои под Малгобеком, и участников в битве за Малгобек представлены. Хочется просто сказать об одном из них, Мавлите Эсмурзиеве, который небо Малгобека защищал и погиб потом впоследствии, когда война закончилась. Автономов, его командир, впоследствии генерал, приехал в Ингушетию, и вот участникам войны, основатель музея Цуганом Мальсаговым, они достали вертолет, нашли могилу этого героя Эсмурзиева Мавлита, и его со всеми почестями похоронили на кургане героев. К 1944 году остались позади решающие битвы, ставшие переломными этапами на пути Красной Армии к Великой Победе. В этот год начались серии стратегических наступлений, приводившие к полному освобождению СССР от оккупации. В тот же год Великая Отечественная война переросла в освобождение Европы. Участвовало 183 человека за взятие Берлина, награждены, и у нас имеются источники. Где-то 14 человек брали Берлин, и 4 человека брали Рейхстаг. И один из них нам известен, это Богатырев Умар Алиевич, который при жизни нам сказал, что он водружал одно из знамени Победы. А мы знаем, что было изготовлено 9 знамен Победы, которые водружались со всех сторон над Рейхстагом. И вот одно из знамений Победы водружал наш земляк. И это очень примечательно, и мы об этом говорим всегда в своей экспозиции. С 8 по 9 мая 1945 года прозвучало долгожданное слово «Победа».
Советскому Союзу она стоила 27 миллионов жизней. Ингушетия потеряла 7 тысяч отважных сынов Отечества. Имена героев до сих пор в памяти народа. Никто не забыт, ничто не забыто. Адам Мережков, Адам Гулоев, Хамзат Халухоев. Новости 24.